На. Это жизнь. Придуман не мной. Это жизнь. Придуман не мной. Смотрю в бездну. Уже долго наблюдаю. Одна шкала осталась аккумулятора. Скоро она разрядится. Вообще никого я не вижу. Сперва выше избы поднимался. Там тишина. Сейчас на пару километров ниже спустился от избы. Ну, блин, самое такое хорошее место. Надежда какая-то была. И тоже пустота. Хотя прикормку закинул. Прикормка хорошо идет, но толку от этого никакого. Уже 10-15 минут где-то вот, наверное, наблюдаю. Тишина. Вот. Ну что еще сказать, блин. Здесь тоже ничего нету. Значит, фиг с ним. Еще в одно место съезжу и буду возвращаться. Там прикормка подниму. Тьма, ничего не видно. Снег идет. Холодун, блин. Так. Бесполезно. Ни днем, ни ночью. Я не знаю, что и думать, где эта рыба. Так, прикормка есть еще. До хрена. Сейчас еще в одно место еще съезжу и газку обратно домой. На избу будем отдыхать. Стараются меня учить рыбалке. Ты, говорит, Олег, играй, и рыба подойдет. Ты хоть что делай, ты играй, хоть пляши, хоть что там, бесполезно. Не хочет и все. Ой. Скоро уже утону в снегу вечно. Без палатки, блин. Без палатки, конечно, комфорт. Удовольствие не очень. Ну и палатку тоже ставить. Вообще интереса нету. Надо искать. Завтра еще попробую тут. Завтра днем. Когда уже буду ехать обратно домой. Сюда остановимся. Наверное, по речке можно спуститься. Так. Рыбачить. Посмотрим. Вечерняя рыбалка вообще тоже сегодня. Только вот единственную рыбу увидел и все. Не подходил ни поклевки, ничего. Вот улан спит там. Вон он. Отдыхает. Думаю, хватит. В принципе.
Уля, уля. Уля. Mun tänne doja. Tak. Все, будем раздеваться, отдыхать. Больше сегодня я никуда не пойду. Время интересно сколько. 7 часов вечера уже, ё-моё. Надо домой позвонить. Обязательно. Так. Все разрядилось. Будем по-новому заряжать. До дому пока не дозвонился. Связь из-за ветра, наверное, или еще по какой-то причине теряется. Вот так. Надо все высушить, чтобы все подсохло. Так день прошел. В поиске сегодня. Вот. Еще вот это зарядить. Две шкалы осталось. Ну, это сегодня я снимал на экшн камеру вот этого пауэрбанка. Все заряжается. Все заряжается. Сейчас еще чаек попью. Кушать не хочется. Собаку накормил. Пусть отдыхает. У меня штаны. Лед там выпадает прям в ведро. Капает все. Обледенело штаны. Я уже постелил постельное. Сейчас пряником на чай попью. Ну и сегодня больше рассказывать я ничего не хочу. Что было, в принципе, все показал. Посмотрим, что будет завтра. У нас поставлено 5 донок на налима, на щуку, что попадет. И еще будем рыбачить на удочку. Ну, от этого, наверное, мало толку, конечно, но все равно будем пробовать. Может, что-то и получится. А на сегодня все. Встретимся завтра, ребят. Сейчас мне надо еще как-то дозвониться
до дому. И отдыхать, в принципе. Я сейчас прям сразу, наверное, усну. Я устал. Все, всем пока. Всем привет, ребят. Просыпаюсь. Выспался. Ну как прошла ночь? Я лег, очень долго не мог заснуть. Ну как-то спал так, что полностью не отдохнул. Я это имею в виду, что вот бывает ты засыпаешь и все, ты до утра не просыпаешься. А у меня такая вот ночь была, что вот как будто сплю и не сплю. Но все равно к утру вообще уснул жестко, намертво. Потом просыпался, где-то было 3 часа 44 минуты, наверное, я вставал, подкинул дровишек. Вот считай, я в 7 часов вечера я подкинул, нет, обманываю, где-то 8 часов, наверное, было. Подкинул дровишек. И до 4 утра, ну больше 7 часов у меня вот эти дрова были в печке. Жар хорошо держал, вообще тепло было. До сих пор вообще мне жарко, дверь открыта. Но самое главное, сейчас к утру что-то вот появилось, какой-то вот запах в избушке. Не могу понять, что. Вот как будто вот начало чем-то вонять. И сейчас я покажу, что происходит на печи. От чего этот запах. Сейчас открыл дверь, поддувало. От чего все это происходит, пока не могу сказать. Но сейчас я покажу, что. Вот, смотрите, ребят. Надеюсь, видно. Из трубы какая шняга вышла она. И немножко он дымит. Это смола. Это вышла смола из трубы. С внутренней стороны. Я вообще это не ожидал. Почему так? Но это щелины должны уже закрыться. Вот этих, как сказать, сажей всем этим. Сейчас я буду это чистить. Вообще жесть какая-то, блин. И вот это дымит. И от этого всего человек может отравиться, может погибнуть. Вот такая картина. Вот это все надо как-то мне устранить, эту ошибку. Я не знаю, как, что придумать. Асбестовым шнуром что-то сделать ли. Но это уже... Я вообще не ожидала, что может это случиться. Ну, фиг с ним. Первое время, вот, когда ты новую трубу ставишь, там что-то воняет еще. Но эта печка уже сколько накаливалась уже, и проблем не должно было быть. Ну, вот смотрите, вон, видите, что творится. Туланчик вон там. Господь, Тулан, не наглей. Вот. Сейчас я буду это все убирать. Вот такие дела. Так что пишите, что кто как думает, что сделать. Но это я, наверное, уже показывал, что-то я рассказывал. Вода вроде вытекала, и смола тоже было дело, наверное, вытекала. Но что столько? Откуда столько жидкой смолы? Ну, топлю сейчас печку березой и сухостоем вот таким смолистым. Блин, сколько изб я вижу с этими с железными печками, там ночевал. Ну, первый раз такое вижу, такую шняга, чтобы выходила, блин. Как будто, блин, аппарат такой, где смолу гонят. Уже вроде как прогорело.
горело уже. Опасность везде, кругом. Запросто можно отравиться там. Где-то сзади еще было. Не могу понять, что это. Сразу и не заметил, когда вставал. Этой беды я и не заметил. Так что будьте осторожны. В одиночку, кто крепко спит, может, блин, вот попасть в такую историю, что видите как. Запросто можно отравиться. Ну, вроде как все вычистил там. Там уже прогорелось, как будто вот обычная пена. Но это, видать, смола вот с этой трубы вот. Трубы вот вытекает вот сюда, вытекает вот, и образуется вот такая фигня. Вот на улице погода вообще жесть. Сейчас я выйдем, покажу тоже, что происходит. Ну, для рыбалки это не мешает. Сейчас позавтракаю, дождусь, чай закипит, чай попьем и проверим донки. После проверки буду сегодня рыбачить. Не втерпешь тебя. Завис. Блин. Ну и фиг с ним. Все равно прогорит. Вот так одно полено закинешь и всю ночь тлеет. А я меньше полена там четверти полен было там закидывал. А когда закинешь вот такие кругляки, вот березу, скажем, вот таких средних берез 2 штуки, можно и забыть на всю ночь. Горит там. Уйди, Мон, давай. Опять нассал, блин, сюда. Мон. Ну, смотрите, всю ночь, ребят, шел снег. Вот такая погода. Легкая, спокойная, снегопад. Это, считай, если летом сразу, ну, сегодня тоже нулевая почти. Или нет, 6 градусов, минус 6. Буранисты. Каждый день куда-то кто-то едет. Это так же, как вот сейчас осенью я показывал, или летом вот на моторной лодке туда-сюда, туда-сюда. Вот зимой также вот все время кто-то едет.
на буранах. Каждый день. Вот их лает. Вчера, но когда капканы я снимал, я по дороге шел. И встречались мне 3 бураниста даже. Вдвоем 2 бурана вместе ехали. И поговорил с ними. Ну, я не стал снимать, потому что я начинал снимать, как они до меня доезжали. Олег говорит, не снимай. Я понял, не хотите, как хотите. Я не стал снимать. А уже сюда я сворачивал от дороги на свою тропинку. Случайно увидел, даже звук мотора практически я не услышал. Увидел такой тихий мотор. Это лифановский двигатель. Лифан. Спокойный такой звук. Вот с ними еще поговорили. Это Сергей был. Я тоже не стал снимать. Не хотят сниматься, вот и все дела. Я бы с радостью поснимал, пообщался с ними на камеру, но как огня боятся камеры, видеокамеры. Вот. Ну и еще у него лифан, лифановский двигатель. Он также поставил, я все поспрашивал, ручка с обогревом, лифановский двигатель, вариатор Arctic. Про вариатор я с ним поговорил. И Safari, он, как сказать, минусу тоже, у Safari минусы тоже есть. И это не один человек, который один говорит, у меня сезон, говорит, Safari проездил. Вот этот Сергей тоже сказал, что минусы есть в Safari. Но Safari, говорит, скоростнее, что ли. И кроме него еще один человек сказал, говорит, Safari быстро, говорит, обороты набирает, и он зарывается в снег. А про Arctic, Arctic у нас в селе, получается, 2 бурана ездят. И один вот сейчас в этом году поставил, всю зиму он ездит, будет ездить. И я у него отзывы еще поспрашиваю весной. Вот. А Сергей говорит, Arctic хорош тем, что он, блин, знаете, вот, как будто вот, когда ты на малых оборотах скорость, ну, на озике, вот, пониженная скорость есть, вот, потихоньку, который едет. Arctic говорит так же, вот, ты газуешь, и обороты не быстро у него, не мощные, а постепенно, говорит, набирает. И он не зарывается, он спокойно выезжает через, вот, когда ты проваливаешься, спокойно выезжает. А вот Альпина, вот, знаете, газ дал, и он все, сразу пробуксовку такую дает, что вот гусеница сразу вот прям вот на глазах и буран так сажает, сядет. Так что я тоже вот присматриваюсь к вариаторам. Много чего вот мне советуют, там Safari, Арктику. Ну, сейчас вот мужики в этот сезон поездят, как себя покажет Arctic. И когда я убью свою Альпину, погремушку, то уже буду покупать или Safari, или же Arctic. Один из двух. Плюсы, минусы везде во всем есть. Что в вариаторах, что в буранах, что в самолетах, что в пароходах. Каждый, как мне писали, каждый кулик хвалит свое болото. Так и есть.
Так что посмотрим. И вы следите, смотрите, что я покупаю, что я говорю. Перед покупкой я много анализирую. И стоит, не стоит брать. Где-то ошибаюсь, где-то нет. Вот тоже, когда буран я брал, покупал вот коротыш. Лучше него думал, ничего нету. А вот длина базы, ну блин, сколько там, на 30 или сколько сантиметров длиннее коротыша. И уже он проходимее вот, по целине, говорят, их лучше ездит. И я сейчас тоже начал понимать это. Вот запах все равно от трубы идет. Что ты будешь делать? Блин, нехороший запах. О, не замерзла. Пусто. Ешь целый. Так, его отпускаю. Пускай гуляет. Жив-здорово. Иди гуляй. Все равно кошка не съест тебя. Ну вот. Первая донка. Короче, если будет рыба, включу. Если нет, так нет. Так, это третья донка у нас. Вроде размотала что-то. Неужели кто-то есть? Или пустота? А, налеем. Опять проглотил, блин. Малыш. Совсем уж маленький он. Как жестко он проглотил. Нафига так делать, а? Ой-ой-ой. Ни конца, ни краю, ребят. Вот такой налим. Хочу отпустить, но проглотил. Пробовал уже рыбачить. Это третья донка. Вон там донка пустая была, на повороте пустая. Здесь просверлил, там подглядывая на видеокамеру. Один ёрш только возле берега сидит, и еще больше никого. Вот, блин. Нахрена ты попался такой маленький? Вот такие дела. Сейчас попробую не спеша, может, смогу я вытащить этот крючок гребаный, блядь. Так глубоко он проглотил. Тройник. Жалко мне тебя, пацан. Нигде я даже тройника не вижу. До желудка проглотил. Да. Я ему ничем не могу помочь. Только придется хирургическим способом раскрыть там все это дело и открыть, прорезать. Буран спускается. Точно кто-то спускается. Я говорю, круглые сутки тут гоняют. Я не знаю, как...
Вроде в лесу ничего нету, а... А, нет, поднимается кто-то. Я думал, спускается. Нет, поднимается. Эхо оттуда идет, а буран вон там. Вот туда он побежал. Да, по дороге вон кто-то едет. Даже 2 бурана. 3 бурана. Ничего себе. 3 бурана едут. Ну, должны были на одну речку там дорогу пробивать. Может, они поднимаются. На рыбалку дорогу по целине будут пробивать. Очень далеко едут. Может, они, это группа. 3 бурана поднялись. А как будто один едет там звук. Вот. Ладно, сейчас я дальше буду тут разбираться этим.